Зоя Афанасьевна, ваш политический путь вызывает чувство восхищения, и вы действительно та, кем гордится нация. Расскажите нам, пожалуйста, о своих родителях. Какие эмоции вы испытываете, когда говорите о них? Самое хорошее, лучшее, что ты знаешь в жизни, это, конечно, родители. Особенно для меня это мама. Потому что отец умер очень рано, мне даже года не было. Нас было 8 детей. Я самая маленькая. Значит, притом было так. Между мной и сестрой, младшей сестрой, разница была 6 лет. То оттуда считать, старшие были намного старше меня. И я, избалованная любовью, конечно, родителей и ребенок, а вообще по жизни, как они поженились, тоже интересно. Мама, поскольку родители были обеспеченные, и это была любимая дочка дедушки. Он всегда ее таскал с собой даже на рыбалку, на охоту, куда бы он ни ходил, все время таскал вот младшую дочку. Она действительно была очень красивая. Ей сватались очень многие. Ей не нравилось, отказывала. И отец говорил, что пусть доченька, говорит, найдет свою половину по любви. А это вышло совсем не так, как он ожидал. Она встретила моего папу, батрака. Родителям не понравилось, конечно. А родители ожидали другое? Конечно, и она ушла. Ушла батрачить той семье. Регистрацию я нашла в архиве. Значит, представителей с моей стороны, с отца, с мамы, никого не было, только друзья были. Вот. И когда колхозы начали организовать, они оба вошли в колхоз. И всю жизнь я представляла, что я колхозница, потому что отец батрак, колхозник, мама вышла замуж тоже в таком же состоянии, они поженились. Они жили очень счастливо. Все, кто знали моего отца, все рассказывали, что очень хороший был человек. То, что мама сделала, отец умер, значит, в 1940 году, и она осталась с 6 детьми. Как кормить их? Вот, поэтому она решила идти дояркой. Мама была очень красивая женщина. Кто приходил к нам в дом, все удивлялись, что эта маленькая ваша самая некрасивая по сравнению с мамой и с моими сестрами, потому что я походила на отца единственная. Худющая была, очень живая, и все удивлялись. Ну что же этот ребеночек? И вот этим младшая эта сестра, сестер младшая, она всегда дразнила меня, что у тебя отец другой. У нас был водомост такой старый, больной. Вот, говорит, этот твой папа. Популярная шутка была, да? Да, вот так мы жили. Поскольку, все девочки, они все умели шить, они умели вязать, они умели вышивать. Это мама все. И мужчин не было. И самое удивительное в том, что как 7 класс заканчивали, они уезжали в Якутск учиться. И под конец мы остались втроем. Вот этой младшей сестра Ага и я. Сестры, когда из Якутска приезжали, они на сенокосе работали дома всегда. День-два были и сразу на сенокос. Зарабатывали трудодни. На эти трудодни мы кормились зимой. Получали мясо, значит, молоко. Вот. Хорошая помощь матери. Конечно, да. Без них-то как. До войны дети почти не учились из-за того, что одежды нет, и голодные, и так далее. И первый класс поступали дети в возрасте 9-10 лет. Вот. В лучшем случае. Да, а я
Подруга моя была старше, она пошла в школу, и 6 с чем-то. Вот. Я, значит, сказала, иду в школу. Вы вот, сами решили? Да, сама решила, я говорю, пойду в школу. Учительница очень хорошо попалась, мамина знакомая. Она говорит, ну пусть идет, если понравится, остается, но она маленькая, все равно говорит, ей будет трудно, она уйдет. А я что делала? Ну, первый урок я садилась, второй мне было просто невозможно. Третий я начинала ходить по классу. Учительница говорила, Зоя, ты иди погуляй, а потом зайдешь. И маме говорила, что вот, ну, уйдет она, потому что устает. А я Маленькая совсем была. Я осталась. Вы Я выдержали? осталась, да, осталась. Очень хотелось иметь братьев, потому что, когда я поступила в школу, у кого были братья, они защищали. Я иду одна, мальчик, ну, сосед. Играет же они, мальчики, или отнимают у тебя сумку, или же тебя валят в снег. Он меня валил в снег, еще натер лицо снегом. Я плачу, захожу, и маме говорю, вот он, этот. Она быстренько успокоила, покушали, посадила вот так, как вас, и мне говорит, ты должна научиться сама защищать себя. Я худющая, маленькая, как этого мальчика могу свалить в снег? Вот это поняла и начала реветь. Она говорит, Пришло осознание. да, конечно, потому что я незащищенная. Это всегда я чувствовала. И вот она села, потом говорит, смеется, да нет, говорит, тебе надо иметь много друзей, и ты будешь помогать, сколько можешь им, и они тебе будут помогать. Мудрейший совет. Понимаете как? Вот это у меня осталось на всю жизнь. Что у тебя должны быть друзья, с которыми ты можешь работать, помогать им. Вот это первый принцип, который мама дала, и который у меня всю жизнь остается. А в школе вы уже были лидером уже в старших классах? Проявлялись какие-нибудь качества? Ну, там-то, конечно, Да. там уже совсем другое было. Но пришлось как? Когда старшая сестра у нас вышла замуж, она вышла неудачно, вот, и родила 2 детей, умерла. И поэтому мама уехала второй старшей сестре, а я осталась в интернате. И так закончила среднюю школу в интернате. И в то время, я считаю, учителя были очень добрые, особенно мужчины, которые были в войне, они на детей смотрели, я не знаю, как на своих. Вот. Училась хорошо. Особенно почему-то интересно было во второй Нерехтейской школе. Значит, где-то с 9 класса у нас физику преподавал директор Старостин Петр Алексеевич. Он был очень строгий. Вот. Но вот каким-то образом мне особенно математика очень нравилась, физика, математика, Точные науки, геометрия, да? все, да. Он научил тому, что я очень должна серьезно относиться к учебе. И кроме тогда был такой, кто хорошо учится, обязательно прикрепляли, который плохо учится, чтобы 100% успеваемость дать класса твоего. Наставничество внутри класса, да. И вот у меня всегда были. Он приходил, смотрел в интернате, как вот мы занимаемся. Я все время объясняла, вот как решить задачи, почему так вот думаем и так далее. Он, видимо, слышал это или еще что-то. Давал мне задачи, которые были сложные, и вот это решить. И чтобы на следующий день вместо него я в классе проводила вот этот урок. И на следующий день я заходила в его кабинет, брала журнал, заходила, и никто не смел баловаться.
абсолютно спокойно решали задачу. Я объясняла им, когда вот не получается, почему, когда мы проходили, как это используется. И так я научилась. 9 класс, 10 класс, это мне здорово помогло. И говорят же, когда ты сам проговариваешь, сам повторяешь, говоришь, озвучиваешь, больше понимаешь, Да, глубже и понимаешь. кроме того, я объясняла тему, а потом я просила, ты давай расскажи мне, что ты поняла. Перескажи, да? Да, вот она начинает пересказывать мне, и она обязательно пропускает основные. Я говорю, как же пропускаешь? Вот в тексте посмотри, написано вот так. Это самое главное. У вас вот прям изнутри выходили какие-то педагогические Ну, наклонности. видимо, так. Я потому что считала, что я должна быть учителем физики или математики. Я шла на медаль. Вот мне уже комитет это комсомола обещал значит, отправить место в МГУ. Я абсолютно была уверена, я должна была приехать работать в своей школе. Учителем. Учителем это было абсолютно четко определено, но экзамены все сдала хорошо. А потом в день, когда выписывали аттестат, меня вызвал директор, сказал, у вас медали не будет. Почему? У вас 3 по якутскому языку за 7 класс. Направления мне не будет. МГУ уже уплыло. И что? Тогда выход был очень простой. Я была старостой своего класса, а так было принято классами уходить работать в сельское хозяйство. И мне сказали, я иду на 3 года со своим классом, дояркой. Комсомолка. Школа производства ВУЗ? Да, и через 3 года ты можешь куда угодно поступить. Ну ладно, а что делать? Таков был закон. Мы должны были в сентябре идти работать. Угу. Пошла за хлебом. В очереди стою, подходит мне учитель начальной школы. И он говорит, пойдем, Зоя. На улице вышли, и мне говорит, ты учиться едешь или нет? Я говорю, знаете, не получилось, у меня 3 по якутскому языку. Мне направление не дают, ну как же так? Как ты такими, говорит, оценками останешься? И за 3 года ты потеряешь знания. Может, еще замуж выйдешь. И ты все. И поэтому, говорит, бери свой аттестат, езжай в Якутск, приемная комиссия, покажи свой аттестат, и все равно найдется человек. Не могут, говорит, вас не принять. Решили меня отправить в Якутск со своей подружкой. Она на медика хочет, я учительницей, поехали. Ну и вот, пошли мы в приемной комиссии, показали, они сказали, извините, дети хорошо учились, но нам не положено вам дать без направления. Так что идите домой своей дояркой работать. И мы стоим чуть ли не плачем, подходит мужчина, такой высокий. У меня, говорит, 10 месяцев медицинский институт Новосибирска место есть. Оттуда сразу отправили. С такими, говорит, аттестатом. Она тоже хорошо училась. Ну вот, вы приходите завтра. Вот, оказывается, это Министерство здравоохранения. Мы же не знали. Оказывается, это министр. Мы понятия не имели. Даже не так? спросили, кто он. Адрес сказал, утром пришли, там сидит такая женщина. Она говорит, никаких мест нет, все занято. И она говорит, слушайте, дети такими-то оценками, говорит, вот есть экономический факультет, торговый институт. Я говорю, а высшую математику будете изучать? Будут. А
после института можно преподавать учителем. Если с отличием закончишь, будешь. Я говорю, нет проблем. Пошли за 2 дня, сдали экзамен. Торговый институт. Самый непрестижный. Оказалось, мне повезло крупно. Потом. Почему? Потому что этот институт создан 2 года тому назад на основе техникума кооперативной торговли. Это были люди сильные из Москвы и Ленинграда. Их отправили туда за то, что они поддерживали идеи, что при социализме должны быть рыночные отношения. Иначе эффективность работы не может быть, конкурентность должна быть. Вот это считало, что это буржуазное. Их взяли, отправили туда. Они решили создать институт, который, своих кадров готовить. В 1957 году была создана отделение Академии наук СССР в Новосибирске, Академгородок. Туда пришли и участвовали в строительстве молодые кандидаты-доктора, будущие членкоры и академики. Они преподавали у нас. Почему гоняли нас? Это же счастье большое. Откуда мы знали? Мы считали, нам так не повезло. Так много учат. Да. И самое главное, оказалось, они готовили первых рыночников. Вы тогда одна из первых специалистов. Да. Видите как? И поэтому осталось, что закончить институт. С отличием закончить, хотя бы так хорошо, для того, чтобы быть преподавателем в техникуме. Через 3 года меня мой институт приглашает обратно с кооперативным Я поступила преподавателем планирования и экономику. Вот 3-й год оттуда я получала официальное приглашение, как один из лучших выпусков. 10 или 15 человек пригласили нас с предоставлением квартир. Дальше они учатся в аспирантуру и оставить в своем институте, подготовить своих выпускников. Как среди Нового года ты можешь, в каком предприятии могут тебя отпустить? Директор сказала, я такую дурость, говорит, делал, меня приглашали, вот я остался. Ты, говорит, езжай. А я говорю, как мои выпускники экзамен, как будут давать? Мы вызовем. Средь года он отпустил, действительно уплатил мне дорогу. Я приняла экзамен от своего выпуска первого и начала работать в своем институте. И стала первая женщина, кандидат экономических наук. Вот понимаете как, мне как будто, понимаете, удивить, это потом мне пришло вот такая идея, что только задним числом я понимаю, что мне кто-то вот по этой дороге отправил. Кто-то будто ведет. Вот к рынку, к рыночным отношениям. А когда приехала сюда работать, меня не приняли на работу ни в Госплан, ни в ВЕГУ, ни в правительстве, ни в науке. Места не нашлось. Я 3 месяца сидела без работы. А потом кто-то, не кто-то, а конкретно, услышал зам секретаря обкома, что кандидат наук без работы сидит. Они все-таки меня устроили, кандидата наук того времени. Меня места не было младшим научным сотрудником. Кандидата наук. Потом оказалось через год одна тема, которая идет, значит, сибирского отделения по межотраслевому балансу, никто не берет 2 года. Кандидаты доктора, потому что это сложная очень тематика. Меня пригласили и сказали, берите вы. Согласилась.
согласилась. Дали работников с каждого сектора по 2, по 1, 12 детей. Ну, это. Ну, кого они дадут, которые им не нужны? Лишние. А лишними оказались кто такие? Такие же, как я. В свое Которые время. закончили МГУ, Ленинград. Тоже они закончили программирование. Компьютер – это только начало. Здесь вообще компьютера не было. Значит, эти дети нечем были заняты. И в итоге вот болтались. Их считали, что они плохо работают. А повезло, что мы все собрались. Мы сделали эту работу. И впервые доказали, что Якутия не нахлебник, Якутск, а донор. У нас на месте остается только 3-4% дохода, который национального мы производили. А всегда находились в числе дотационных, всегда с протянутой рукой. Мы не могли доказать верхушке языком цифр. Не так вот я прошу, я плохо живу, вот помогите. Вот так было. И поэтому мы входили в 10 самых необеспеченных, низкого уровня жизни России. И вот этот цифровой язык, который мы смогли этим балансом получить, можно было уже разговаривать на равных, на любом уровне. И вот я и политики ушла. Наверное, на тот момент это была точка бифуркации своего рода. Вы перед докторантурой и депутатством, да, в свое время да, конечно, выбирали? нет. Я закончила эту свою работу, и мне на ученом совете уже докторантуры. В черновом варианте уже докторская у меня была. Значит, я должна была поехать в Москву и найти место, вот куда бы я и какую тематику я выберу. Защититься, да. Приехала, идет впервые, значит, на альтернативной основе выборы депутатов Верховного Совета Российской Федерации. Это мои вот это, сотрудники молоденькие, они решили, ну, как-то сказать, ребята, я не хочу, но мы работали очень хорошо с этими молодыми людьми. Я говорю, ладно, попробуем, узнаем, что это такое. Ну что вы, там был председатель правительства Якутии, там были министры, там были писатели, там известные люди. А я кто? Ну, только-только вот из младшего научника перешла на старший научный сотрудник. Наука же в нас воспитывает вот критическое мышление. Нет, не критическое, понимаете а что как? Тогда? Слово не критическое. Ты начинаешь понимать причину, почему так получилось. Причинно-следственные связи. Да, ты начинаешь понимать, почему причины я нашла. Дальше у меня дорога. Для чего это нужно-то? А как выйти из этой ситуации? Видите как? А дальше как развиваться? Вот на эти вопросы ты должна найти ответ. А это просто великолепно. Это как открытие. И у тебя в душе прекрасно. Вот это дает тебе силу. Абсолютнейшую. Сделала свою программу на итоге своей, что Якутия не нахлебник. До этого такого не было работы, поэтому не могли это использовать. И запрещалось. Потом я узнаю, почему вот сибирское отделение начало заниматься межотраслевым балансом. В балансе врать нельзя. Оно все найдется. Вот чем она хороша. И, знаете, она была закрыта в 30-х годах, так же, как генетика. И кто занимался этим? Василий Леонов,
Он уехал в Америку и стал одним из авторов японского чуда. И вот решили сибирское отделение Ганабегяна обновить эту работу в России. И взяли 2 региона Якутии и Сахалин, так по всей России. Увидят, в каком состоянии действительно находится, где создается национальный доход, как оно распределяется, перераспределяется, где оно потребляется. Ну вот 90-е годы как раз для нас то, что надо было. И когда с этой программой я вышла, конечно, стала депутатом. А как, отказаться, что ли? Ну ладно. За месяц до открытия первого съезда Верховного Совета России вдруг приходит предложение отправить одного депутата из каждого региона России на подготовку этого съезда. Ну, все были там министры, руководитель, мэр города, ну, в общем, все занятые люди, кроме наук и меня. Поехала. И попала в самую ведущую группу, которая готовила закон, как провести этот съезд. Когда первое заседание я пришла, я была просто в отчаянии. Забилась, такого не было, забилась я в угол. Там выступали доктора, кандидаты, членкора, академики, министры. Они могли выступать без текста хоть 3 часа. Понимаете, притом так говорили они хорошо. Надо было мне докторской сидеть там, зачем мне вот это все? Ну вот, удрать не можешь, поскольку избрали, уже дала слово. Теперь меня захватил страх. Какой страх? Я же обещала, что я помогу, да, вот, что вот мы бюджет должны больше получить, разобраться с налогами и так далее, бюджетом. А депутатов было более 1000. И для того, чтобы мое предложение вошло в жизнь, должны были за мое предложение голосовать 500, минимум 500 плюс 1 депутат. Я могу этих людей уговорить? Убедить, уговорить, доказать. Это просто невозможно. Понимаете как? На тот момент вы подумали? На тот момент вот было. Потом успокоилась через 2 недели. И мне кажется, я в этой тематике понимаю. Я знаю. Но понимание процесса есть. Есть абсолютно. Потом через неделю я поняла, ну так у меня еще есть предложение. Я решила пробовать. Как должны размещать депутатов в Стальницком зале, такой, как кишка, длинная, если идти от начала до конца, ну 3-4 минуты спокойненько можно идти. А телевидения не было, радио было, которое хрипело у тебя на столе. Ты там в конце, кто сидел в президиуме, никто не знал. Они сидели, бедненькие, голосовали. Ну вот я говорю, подняла руку, я говорю, знаете, мы все депутаты равные. Я говорю, вот мы одинаково правом владеем, но в то же время Якутия сидит в конце. И депутаты никого не видят, никого не слышат, сидят, голосуют. Такого не должно быть. Ротация должна быть. Из съезда в съезд группы депутатов переходить по кругу. Тогда мы будем в середине, будем в конце. Москва и Ленинград могут в конце посидеть, послушать, что это такое, и сидеть там. И что вы думаете? Заместитель председателя Верховного Совета женщина была. Она меня отчитала как школьницу. Как это так? Вы не имеете опыта работы депутатом. Вы не знаете Россию. Вы откуда пришли-то сюда? Ну что, побитая, я вышла пить чай. Стою в очереди. Ко мне подходит мужчина. Твое выступление мне очень понравилось. И говорит, я че?
Я, Якутия, сидит, рядом сидит Челябинск. И говорит, давайте вместе работать. Я говорю, давайте, если это серьезно. Говорю, серьезно, я говорю. Ну вот, мы взяли фамилии всех депутатов, с какого региона, и начали с ними работать. И что вы думаете, мы провели? И пока работал съезд, он так и делал. Мы сидели в середине, впереди. Тогда я поняла, если я буду работать с ними, найти общий язык, могу сделать кое-что. И вот так началась моя работа в политике. Вот умение располагать к себе, Да. это важно? Да, это очень важно. И самое главное, и помогать. В этом же нужна искренность. А как же? Без этого никак. Без этого абсолютно. Я по палате национальностей, а меня избрали председателем комиссии, ведущей социально-экономического развития республик, автономных округов и области. Вот, и малочисленные народы, единственный по экономическим законам, вот проходит через нашу комиссию. Это как раз мне и помогло. И самое главное, я ничего не понимала тогда. Меня избрали уже на съезде членом Президиума Верховного Совета РСФСР. Это каждый день встречаешься Ельциным. А когда узнали об этом в Якутске, ну, открыла же дорога, притом по закону я имела право без, то есть, если хочу на прием министру СССР и РСФСР, то я должна без очереди. Вправе. Право такое. Значит, открывается дорога для Якутии решить свои проблемы. То, что нам надо. И меня почти не спросили. Назначили по постоянным представителям Якутии в Москве. И когда это сделали, меня вызывают, Хасбулатов говорит, вы нарушили закон российский. В чем? Потому что депутат не может работать одновременно исполнительной власти. Я законодательной и исполнительной. Ну, я говорю, какой выход? Ну, уйти или от депутатства, или же, говорит, постпредом. Он предложил только такой вариант? Нет, он так говорит. Но есть другой выход. Какой? На общественных началах. И пришлось мне написать заявление, что я на общественных началах буду работать постпредом. Мы решили на основе этого баланса доказывать, что Якутия не может быть дотационным регионом. Что нам необходимо, как раз еще это помогло к чему? Когда Советский Союз развалился, потому что они не могли подписать продолжение союзного договора. Почему? Потому что там была написана статья о том, что они имеют право свободно выйти из состава. Не подписались, Советского Союза не стало. Мы предложили федеративный договор, это Палата национальностей, но там был очень большой загвоздкой один вопрос, как же быть правом выхода из состава? Да. Могут ли на какой-то срок, если, то каждые 5 лет там будет драка. Понимаете, мы исчезнем. И вот тогда пошла большая работа, значит, с субъектами, а субъекты у нас области, края, автономные республики, округа автономные, еще малочисленные народы. Значит, федеративный договор должны подписать. Четко нам надо определить, сколько будет субъектов федерации. Ну вот, и чем можно заменить, если мы соглашаемся на бессрочный этот договор, то какие условия у нас будут?
это особенно относится автономной республике, вот как раз моему комитету. И все-таки мы добились. Мы добились, значит, первая, третья статья Федеративного договора написали, что все недры, вода, лес и так далее являются собственностью, а там было написано, является не собственностью, а достоянием. А достояние ничего не дает. Я специально ходила лингвистов консультировать, означает ли законный прав, что это может быть собственностью. Нет. И поэтому это ввели, и третьим пунктом мы ввели. То есть, наоборот, первый, это третий пункт, а первый пункт было, Якутии необходимо, чтобы решить свою проблему, иметь статус не автономный, а нужно просто республику государства. Но мы добились. В третьей статье, значит, там написали, что республики государства. Дальше идет. И в третьем пункте, что вот это недра и так далее перечисляется, является достоянием, в скобках, собственностью. Иду ли опять-таки лингвистам, что означает или нет, что это выполнение означает. А там казус произошел. Мы уже ротировали, что это означает. Предварительную подписку 30 марта сделали. Я очень хорошо работала с этими аппаратом Верховного Совета, женщины же все. Ну и вот. И одна женщина прибегает мне и говорит, слушай, в федеративном договоре сделали редакцию такую-то, и принесли мне вот то, что они уже печатают. Завтра будем подписывать. Я не могу созвать свой комитет, я не могу палату, ничего я не могу. А что делать? Я нашла Николаева, нашла я Карелию Степанова и нашла я Башкортостан Рахимова. Вот мы вчетвером, без очереди. Очередь огромная была, потому что руководители регионов все приехали, все хотят решить свои проблемы во всех министерствах, правительствах. У нас такое вот. Ну и вошли. До этого договорились, что мы, если не восстановите, мы не подписываем. Но в 30-х годах за такой фокус могли совсем на другом месте. Да, по-другому уже разговаривать. Но все-таки они оставили, вернули государство республики Достояние. и является состоянием. А в Якутии мы смогли получить долю соглашение на 5 лет. Значит, 20% ювелирных алмазов по себестоимости предприятия, это совсем дешево, иметь право продавать за границей эти все доходы у нас. Вот. И дальше 11,5%, ну, в связи с алмазами 10% афинированного чистого золота. Вот. И поэтому мы смогли вот этот самые тяжелые годы 90-е выжить. Вот это соглашение через 2,5 года после расстрела парламента. Я вообще ничего не могла, потому что я была уже сама врагом народа. Мы с вами говорим непосредственно о законодательных, представительных функциях депутата именно. Да. Да, вот истинные смыслы Абсолютно. этого слова. Как вы думаете, как модернизировался этот институт депутатства? Оно должно, конечно, сохраняться, но в данном случае, конечно, изменения должны делать. И самое главное, ну, выбор, это технически того можно изменить. Но с другой стороны, мы должны готовить депутатов.
И население должно изменяться. Мы сами должны меняться для того, чтобы туда мы могли депутатов, которые могут отстоять интересы. То есть это должны быть профессионалы? А как же, обязательно. Не сколько профессионалы, это будут патриоты, это люди, которые знающие отстаивать интересы и законодательный, и цифровой язык, и опыт работы. Это вполне возможно. Если, предположим, мы бы, ну, сейчас это тоже отдельный разговор, работать, но должны мы сами меняться. Мы голосуем по разным причинам, а потом начинаем с этого дня ругать депутата. Раз ты выбрал, но ты же должен поддерживать и помогать, и работать вместе с ними. А с другой стороны, депутат должен же ведь выполнять свои обещания. Для чего ты пошла туда? А что вы закладываете в понятие патриотизм? Патриотизм, вот когда я уже институт заканчивала, мне мама сказала так. Ты знаешь, говорит, как тяжело было мне воспитывать вас, на ноги поднять. Ты, говорит, помогай старым, малым детям и слабым больным. И ты должна думать о своем народе. Это ведь принципы социального государства. Конечно. Да? Ваша мама заложила. Конечно. Это вот мама очень серьезно относилась к понятию работать и ответственности. Во всем она, говорю, баловала меня. Я кормилась грудью до 6 лет. Но это, может, помогло, что я не умерла в годы голодные. А когда работа, ты должна делать от начала до конца. Если дала это слово, ты должна его выполнить. Ответственность должна быть. Тут никаких поблажек. Абсолютно. Сказано, сделано. Сказано, ты должна делать. Ты же сама обещала. Тебя за язык не тянули. Ну а почему тогда ты не должна делать работу? И притом надо делать работу совестливо. А что сегодня должно объединять якутян? У каждого должно быть понятие Родина, народ. Малая Родина, Россия. И вот когда Советский Союз развалился, мы тоже вот Союз 90% национального дохода берет, вот это было. Так? А не ругаться надо, а вот могли бы доказать по цифрам, ребята, вот по вашей методике, на этих данных, вот эти данные я сдала в статуправление здесь и в России. Меня никто не мог сказать, что я вру. Ихних данных я рассчитала. Вот так мы должны научиться разговаривать. И самое главное, я всегда чувствую лучше там, они понимают меня, чем меня здесь. Мне здесь труднее работать, потому что почему я работы не получала, когда сюда приехала? Потому что видели как конкурента. Хотя я никакой карьеры не ставила. Да. Мне это не надо было. Мне надо было хорошая работа, в которой я могла полностью реализовать. Интересная для вас. Конечно. Интересная для меня, но польза для кого-то ты делаешь. Для кого-то, для чего-то конкретно. Зоя Афанасьевна, вы в этом году с любимым мужем отмечаете бриллиантовую свадьбу, с чем мы вас искренне поздравляем. И, конечно, это ваше крепкое плечо. Что вы можете рассказать о своем муже? Ну, опять-таки, у меня просто никогда не бывает. Когда первый раз я видела мужа, он учился в 4 курсе, уже взрослый совсем. А я школьница пришла.
Понимаешь как? На 3 года у нас эта разница чувствуется очень много. Мне казалось, он уж совсем старый, а когда землячестве он меня пригласил танцевать, он еще наступал на ноги. Мне казалось, это просто невозможно. Невыносимо. Да. Потом, когда я сломала ноги, жила же ведь в частной квартире, надо было печку топить и так далее. Студенты, земляки мои, решили, что кормить-то меня надо, печку надо топить, дрова надо колоть и пилить. Значит, студенты, кто первый, втором смене учится, тот приходит ко мне помогать. А вечером уже желающих много. Единственный оказался мой будущий муж. И самое удивительное, он был, приходит, значит, пилит все, дрова заносит, печь молча. Ну, немного так поговорим, печку топит, потом идет в магазин, ну, хлеб, там, какие-то вот эти простые вещи. Кушаем, достает сумки, свой тетрадь, книги, начинает заниматься, и я тоже занимаюсь своим делом. И знаете, вот это мне понравилось, то, что спокойно абсолютно, ну, человек очень даже надежный. Мужчина должен быть надежным? Иначе семью создать нельзя. Понимаете как? И несмотря на то, что я подумала надежный, ну и ребеночек же я. Он закончил, а мама мне сказала, когда я учиться, замуж выходишь только когда на руках будешь держать диплом. Установка. Мама сказала, это закон. Другого не может быть. Я ему говорю, я маме дала слово, замуж я выхожу, когда у меня будет диплом. А не хочешь, говорю, ну женись. Ну вот так. И он уехал. Последний экзамен сдаю, выхожу. За дверью букетом цветов стоит он. А вы с дипломом? Да, я с дипломом. Без 5 А минут. дальше мы решили, никакой свадьбы не надо, поехали отдыхать в Кисловодске. Он говорит, пойдем в ЗАГС. Я говорю, не пойду. Почему? А вдруг, говорит, ты будешь пить, гулять? Нет, не пойду. Проверить надо мне. И мы в один день, значит, регистрировали сына, первенца нашего. И мы с ЗАГСе регистрировались официально. А какая вы мама? Я решила в разнице 12 лет родить девочку. Потому что одного ребенка я задушу своей любовью вообще. Я так беспокоилась. Вот. А надо второй ребенок. К кандидатским приехала, родила, меня считали ненормальной, надо карьеру делать, она рожает. Но сестры помогли. Они даже специально брали отпуска. С одной сестры в другой мы так вот гоняли ее. Вот так мы воспитывали. Скажите, пожалуйста, сегодня нам, какая ваша главная победа в жизни? Ой, знаете как, я все-таки, мужу всегда мы с ним говорим, мы считаем себя счастливыми людьми. Хотя трудностей было навалом, это ничего не значит. Это согласие и мир, который сумеешь ты создать. И когда я шла вот с работы тяжелой, если никого нет, заняты все, в этом случае все равно я должна зайти в кухню, посмотреть, если они не приготовили, значит, я должна готовить, кушать. И всегда говорила себе, сейчас я мама и бабушка. И учила этому своих. Если вы заходите, есть нечего, значит, очередь поставить хотя бы картошку и кипятить чай. Это просто обязаны. И поэтому сказать, что вот я просто говорю, что счастье, что ты можешь, тогда ты можешь преодолеть, вот чувствуешь за собой такую уверенность, тебя поддерживает семья. И вот мои сестры, мне не так страшно было, хотя очень тяжело было, но они поддерживали меня.
Зоя Афанасьевна, мы благодарим вас за общение, за откровенный разговор и желаем долгих-долгих счастливых лет жизни.